Добрый день, дорогие телезрители! Ее Величество время, место, где ты родился, то есть родину, и родителей не выбирает. Это данность. Мы можем лишь сказать, что нам суждено родиться и проживать в это сложное, драматическое порой, но и судьбоносное время. От того, как мы ее проживем, что внесем в эту жизнь, какие достижения, какие победы, может быть, повседневные какие-то маленькие радости, улыбки. От этого будет зависеть, как мы преодолеем это сложное время. Нам опорой служат незыблемые во все времена вера, надежда, любовь. В русской литературе, в якутской литературе это описано многими поколениями классиков. Сегодня мы будем говорить о времени, о нашей судьбе, о литературе, о том, как мы сможем преодолеть это время с нашим давним другом Владимиром Александровичем Карповым. Владимир Александрович, он переводчик нашего классика Николая Алексеевича Логунова. Вы начали с повести «Кустук». В этой маленькой повести есть полная человеческая картина, его судьба полностью описана в этой повести. «Кустук» Логунова – это произведение, в принципе, о чем? О свободе и упряжке. Упряжка, она всегда и везде. Грешным делом, когда я прочитал в свое время «Кустука» в подстрочнике, мне показалось, что это произведение, которое сканирует нашу советскую систему, где есть все-таки упряжка, где есть такой хозяин жестокий, ну и есть ичи, высшее существо, где оно всегда есть. Но, увы, время изменилось, но ничего не поменялось в тех законах, которыми живет упряжка. Просто немножко сменился хозяин, этот байбал, который распоряжается собаками. И та же воля, та же желание куда-то вырваться из этой упряжки. То есть, оказывается, меняется система, может быть, жизни социальной, но система человеческих отношений, она вот описана здесь. И в этом «Кустуке» каждая собака, она занимает свое место. Один такой тянущий раб, спокойно, дали ему кусок, он доволен. Другой такой надсмотрщик, третий конфликтный, который хочет постоянно лидерство, постоянно всех задавить, еще и подавливаемый сам хозяином. И только Кустук, собака, которая знала другую жизнь, потому что Кустук прежде была охотничья собака. Она интеллектуал, скажем так. Она знает, что такое тайга, она чувствует ее запахи, эта собака. И ему, этому Кустуку, нужно на свободу, ему нужно волю. Не может жить по законам зависимости. И вот проживая все эти отношения, которые происходят между собаками или, там, скажем, людьми, потому что на самом деле эти собаки ведут себя так же, как люди, потому что они все одухотворены. Между вот этими существами он все-таки вырывается наружу, переживает боль, переживает и унижение, но вырывается и убегает из упряжки. Но, увы, там он встречает, во-первых, волка, который сильнее его. И если в упряжке он не боялся волка, потому что их 7 собак волка могли победить, а еще есть хозяин байбал с винтовкой, который его застрелил бы, то здесь волк сильнее его. И хотя он побеждает и волка, и бежит дальше, но он поранен, он изранен. И как у Николая заканчивается эта маленькая повесть, замечательная совершенно, он погибает. И только вот душа продолжает, она вырвалась. И все-таки она на свободе. И все-таки она летит куда-то к свободе. И вот дарую надежду мира. Самой этой упряжки, что все-таки душа постоянно рвется наружу. Вот такая вот система жизни, она, к сожалению, или не к сожалению, а к радости нашей присутствует всегда, потому что иного не дано. Если примерить эту повесть к сегодняшнему дню, какие-то аналогии? Что касается вот есть ситуации, которая нас всех сегодня тревожит, это ситуация, конечно, столкновения каких-то мощнейших сил на территории, которую раньше занимала, значит, Украинская ССР, теперь некое государство Украина, а раньше была просто окраина, и Малоруссия всегда была окраиной России великой, большой, и также Советского Союза. То, что происходит, то надо сказать, что вот
мы-то принадлежим к тому поколению, вот с Николаем Алексеевичем, к тому поколению, которое слишком жило беспечно. На наше время там попадали войны, но они были как бы немножко далеко, в Афганистане там. И это было действительно выполнение интернационального долга, и оно так по большому счету не касалось большое число людей. Вот. Оно где-то было там. Хотя и то мы не понимали, мы тогда думали, что все-таки, ну зачем мы туда вошли, зачем этот Афганистан порой, ну это вот такие интеллигентские рассуждения. Вот нормальный человек, здоровый, он где-то внутри подсознательно понимал, что значит надо. И действительно, мы ушли, пришли американцы, пошли наркотики, пошла эта зависимость от того места, где пошла зараза, короче, оказывается. Все. Тот, кто принимал то решение об Афганистане, он был прав. Но мы, интеллектуалы, кустуки порой, вот, порой кустуки, мы не совсем это принимали правильно. И вот наступил момент, когда эта территория, может быть, вот тот выход с Афганистана отозвался вот он здесь, потому что, увы, она вот болячка, она, ее там где-то приглушили, а она с другой стороны, как в человеке, так и здесь выходит. Да, та же ситуация зависимости. Мы сейчас не можем только сказать, кто какое место занимает в этой упряжке. Вот мы не можем рассудить, какое место занимает то государство, это государство, каждый человек. Кто тут байбал? Вот. Но байбал понятно кто. Байбал тот, кто больше всех вот, размахивает оружием. Оно, значит, это силы Запада. Изначально, да, они изначально шли на конфликт. А виноват кто? Это наше природное невероятное богатство. Вот так случилось, в судьбе было угодно, что вот России, всем народам, русским, якутам, башкирам, татарам, значит, бурятам, всем так повезло, что мы страшно богаты, мы необыкновенно богаты, и этого никогда не ценим. Мы дышим удивительным воздухом. У нас много-много пресной воды, у нас много-много пахотных земель, у нас тайга, где довольно много еще и дичи, и зверя, и пушнины, всего у нас много, уж не говоря о нефти и газе. И, конечно, именно это обстоятельство значит, зовет к нам периодически команды, которые хотят все это завоевать, ну, значит, не поделившись с нами. Это как бы испокон веку повторяется, потому что мы периодически были богатыми, значит, в 17 веке у нас была пушнина, она шла на Запад, и Запад завидовал, что у нас были такие богатеи, много денег. Сейчас вот другие ресурсы, поэтому все как бы, все из-за этого. Ну, естественно, появляется байбал. Есть и чи, та высшая сила, которой так или иначе мы пытаемся служить, на которую мы надеемся, это сила справедливости, там, Божья сила, просто наш общий дух наших народов, потому что мы же, люди-то, чем отличается главное наша душа от людей Запада? Мы общинные люди, мы друг за друга, брат за брата, мы жалостливые люди, мы приемлемые, мы все принимаем, мы вот ведь это же какой народ надо иметь, вот что за народ там какой-то. Приехал Дантес, убил великого поэта. До свидания, Дантес, езжай домой, ладно, хорошо. Никто никакого наказания, все ему простили. И простили исторически. Фашист, воевала, понятно, вся Европа. Приходило, сколько людей убили, в газовых камерах сжигали. Кто хоть один человек помнит какое-то зло-то, имеет на фашистов, даже те, кто воевал, пришли и все сразу простили. Пленных немцев старухи там подкармливали, приходили, ой, там жалко его, он там идет такой. Мы в повалку лежим в самолете, и кровавый цветок на бинтах. Нас в атаку теперь не пошлете, нас Илюшин несет на винтах. Мы войной покрещенное племя, смерть в бою нас прошла стороной. Мы застыли в снаряге и шлеме, те мгновения навечно со мной. А сейчас мы лежим друг на друге, помогая соседу привстать. У кого-то оторваны руки, кто-то может лишь хрипло шептать. Многим больше не видеть закаты, кому-то уж не побежать, не взобраться на горные скаты.
лишь на койке больничной лежать. Каждый рядом, скривившись от боли, стал как старый проверенный друг. Мы не ждали такой себе доли, не тянули мы вверх своих рук. Но мы выбрали долю солдата, что горька и солена порой. Память порохом писаны даты, как глядел наш опаленный строй. И жена, сыновья наши дочки снова ночью не могут уснуть, ведь и в горящие пламенем точки держим тяжкий, но праведный путь. Мы летим по просторам отчизны, где нас примут по госпиталям. Не отпели по нам еще тризны, мы пока не лежим по полям. Значит, Бог нас оставил для дела. Мы вернемся однажды в свой дом, встретить мать, что не в срок посидела, речка наша, покрытая льдом. Мы за этого так и бежали, и ползали под обстрелом ночным, и в окопах холодных лежали, под дождем шли вперед ледяным. Мы на минах в лесу подрывались и гасили огнем пулемет. Мы стояли врагу, не сдаваясь, зная, братцы, что наша возьмет. И сейчас в забытии воспаленном, слыша в ухе контузии гул, матерясь на врага обозленно, мой сосед незаметно уснул. Я поправлю его одеяло и скажу: брат, все будет, поверь. Сколько б их впереди не стояло, и какой не таился б там зверь, мы наследники той силы духа, что хребты сокрушала врагу. И нам скажут: ребятки, не пуха, мы ковнем им на бегу. Скоро скрипнут шасси по бетону, и опустится рампа борта. Мы шагнем вниз с тобой через стоны, а пилоты махнут от винта. Мы солдаты твои, мать держава, не забудь ты о нас в трудный миг. На плечах наших зиждется слава, что ложится страницами книг. Мы, картавые мишки и Ваньки, улыбнемся, стерев пот с лица. Вспомним вновь о Маринке и Баньке и в атаку пойдем до конца. Давайте поговорим о русском человеке. Вот в нем есть вот такая вот жалость. Кто он такой? Потому что сейчас такое время, когда нас разъединяет. Экстремистские какие-то силы говорят, все беды от русского и так далее. Передо мной сидит русский писатель, исконно русский писатель. Вот скажи, кто вы? Ну, дело в том, что я-то сам родом с Алтая, у меня громадная родня. У моей мамочки, я так звал не мама, а мамочка, а тетю свою звал мамой. Это в нашем роду так принято. Сестер звал нянями, а братьев – братками. Ну, так вот у нас было, повелось. Братками, да? Братки. У меня были братка Сеня, братка Толя, братка Женя, там, значит, братки, значит, также няня Катя, няня там Надя. Вот я звал так своих сестер, там, в основном двоюродных. Ну и тети, значит, звал тетями, и только старшую вот мамину сестру, которая с нами жила, звал мамой. У меня было две мамы, мама и мамочка, получается так. И вот сейчас, глядя на них, вот вспоминая, что-то я вспомнил вдруг вот свою встречу с Виктором Петровичем Астафьевым в Овсянке. И мы также вот с ним сидели, и вдруг что-то заспорили, потому что была такая пора, когда он сильно ругал русский народ, что вот... Между прочим, его именем сейчас вот как бы воюет против нас. Кстати, ну да, он там наговорил много там фраз, известных фраз, не хочу их сейчас повторять, потому что в его высказываниях было много и других фраз, и жалостливых, и добрых, и прекрасных о России, но вырвали то, когда вот он, ну был такой период, мало ли, что бывает в жизни человека, уже был, значит, и возраст, и хотя он, в общем-то, молодым скончался сравнительно, не старым, по крайней мере, но какая-то была надорванность, какая-то была обида, вот прорвалась она из-за, может быть, своего рода, из-за отца, там, значит, Калика Перехожего, из-за своего детства, когда он, значит, рос
где-то там в детдоме, где-то там не доучился, где-то все было ходилось трудно. Обида. Да, она какая-то прорвалась, это бывает. Вообще у стариков это бывает. Я вот за собой даже замечаю, сейчас вот с возрастом, вдруг иногда, вот бывают такие минуты, себя стоит на этом держать и ловить, вдруг какая-то найдет обида, что вот не оценило меня государство, вот медаль не дали, орден не дали, не оценили. Ну, был такой момент, когда Астафьев вот это начинал это говорить, и он тоже что-то про русский народ стал, крикнул Ленин, крикнул этот убогий, юродивый, значит, экспроприируй, и все понеслись. Что это такое? Вот мы должны пока... Я говорю, Виктор Петрович, вот у меня родни, у меня 25 двоюродных братьев и сестер, 25. Значит, у меня 10 было тетек и дядей, у меня сейчас этих племянников не счесть. И все вот там на Алтае, вот никто из них не стал ни бизнесменом, ничего такого. Ну, кто-то летчиком, кто-то инженером. Максимум они... И все работали, я у них трудную работу. Это, тогда были на Алтае, это сейчас теплее стало, холодно. И всю жизнь горбатились, и в деревне горбатились. И за что им сейчас выходить каяться? И на войну сходили, и погибли. И за что же? И он так сидит на меня, смотрит. Да у меня, Володя, так же. Да у меня, Володя, так же. Да я же не говорю это. И я понял, что он вот каким-то подначивает меня немножечко. Ну, это мы немножко отвлеклись, это говорим уже про это, именно этот момент. О русском характере. Да, вот такая. мужики у нас вот, в Карповской родне очень все были такие крупные, здоровые, мощные. Значит, ну, все сердобольные. Все чуть чего там. Вот я помню, как мы уезжали с мамочкой из Бийска, из своего, в Киргизию к отцу поехали. Вот 7 лет мы отдельно жили с отцом, потом поехали к отцу. Это рыдание было, мужики рыдали, там нянька Ариша, куда ты? То есть они отрывали родное, подумаешь, как будто там умер кто-то, погиб. Вот это вот такое единотелость была у родни. Да, сейчас она тоже подрастала, сейчас уже не то, конечно, не то, вот когда в детстве были, они были, это единое тело было. Вот. И вот эта вот сердобольность, это доброта, это приемлемость. Вот поэтому русскому человеку очень порой трудно. Ему трудно обидеться, трудно разозлиться. Ну, иногда говорят, там, значит, долго запрягает, да быстро едет. Ну вот сегодня ситуация такая, что мы все равно еще не обиделись. Мы все равно еще не разозлились. Это все еще мы не разозлились. Мы все равно еще, ну как-то так, ну где-то там, зачем это все? Ну где-то внутри себя и кого-то всех жалко. Потому что, ну тоже все ведь люди, все человеки. Вот. И это такое большое сердце. Но вот не знаю, и нужно ли разозлиться, как во время войны, во время Великой Отечественной все-таки наш воин начинал в конце концов злиться. Наверное, все-таки где-то переходил, уже злился. Потому что, ну, все равно столкновение есть столкновение. Вот драка есть драка. И за наши недры, и за нашу мораль, и за наши устои. У нас у самих болячек много, но какая-то тля невероятная взяла тот мир. Я не хочу сказать западный это мир, потому что там тоже все много хорошего. Ну и культура была великая и прочее. Но вот эта тля, которая совершенно невероятная для нормального человека, да просто для ненормального, для продолжения земли, рода, когда перепутались женщины с мужчинами. Когда, более того, они перепутались, ну ладно, ну перепутались, ну вот такие мы свободные, вольные, но теперь уже сразу порицается любое осуждение того, что если мне как бы не совсем это все нравится, и это даже нельзя сказать об этом, нельзя сказать, должен молчать или как-то. А это же общественное мнение. Что такое общественное мнение? Вещь удивительная. Вот общественное мнение, значит, при Советском Союзе было общественное мнение, при котором книжка, это было очень много. Книжка – это все, литература – это все. Значит, там началось с Иосифа Виссарионовича, который сам стихи писал, читал, очень много читал, до старости лет, он был книгачеем большим. Вот. И, в общем, приподнял вот этот уровень восприятия литературы, ценности слова. И не прочитать что-то, вот не прочитать в наше время там Распутина, Чингиза Айтматова, там, каких-то западных писателей, Маркеса, допустим. Это было стыдно в среде, даже в такой обычной среде. Все читали, все. Владимир Александрович, все-таки вы сейчас сказали, что мы беспечно жили. Угу. Мы же позволили, война шла за наши умы, за наши сердца.
Ага, все эти 30 лет она не прекращалась. Сейчас она только в горячую стадию вошла. С тонущего корабля кто первый убежал? Тех, кому мы больше всего Да, аплодировали. больше всего Кому платили и и больше аплодировали всех, больше всех. аплодировали, больше всех показывали, больше какие-то и преференции, лауреатства, всякие премии. Так же? Так и до сих пор так. Вот посмотрите по литературе, у кого Да. какие премии. В основном. Вот все премии давали вообще за тему лагеря, сталинизма, Соловков и прочее, прочее. Почти все премии так или иначе в большей степени связаны с темой сталинизма, лагеря. А бог с ним. Пусть про лагерь, так про лагерь. И кто-то про лагерь писал хорошо и правильно, и все. Но всегда здесь есть одно распространение. Лагерь – это вся Россия. Это лагерь, тюрьма народов, вечная и тюрьма человека. И за это же и премии продолжают давать. И там порой очень хорошо написана вещь. Она забавно написана, так смачно. Но если прочитать ее так нормально, и впечатление одно, что люди какие-то ничтожные, что все кругом грязь, помойка. А о чем речь-то идет? Нет. Не о какой-то далекой стране там, ни о Никарагуа, ни о Франции. Это Россия, это Россия. И лауреат опять лауреат всех премий, опять по телевизору, опять везде. И так везде. Вот. Как эти эстрадные наши звезды. Что вот сейчас выходят эти певцы разные в голосе, они куда-то все исчезают потом. А все те же остаются, все те же поют. Что не было у нас других певцов, которые выпивали национальную жизнь, якутскую жизнь. Как вот здесь приезжаешь, тут слушаешь, как это поют-то они, как удивительно. Где они на этом большой сцене, на этом большом телевидении? У них физические эти лица, которые там чуждые. И вот так мы живем, вот так мы живем. Понимаете? Что такое, как это все происходило, почему это происходило? Как это происходило? Да. Ну это в 90-х годах как пошло кругом, как засели, сели, как началось все. Деньги-то давали, деньги и сейчас дают. А, к сожалению, вот там наши богатые, там Газпромы и прочее, они тоже им дают, потому что опять дают всем тем, кому дают. Потому что у него есть имидж, у него есть это, а им надо рядом стоять. А имидж-то вы что создали, какой? А теперь, пожалуйста, теперь, к сожалению, выросло поколение, которое видело примеры, оно, конечно, не видело. На самом деле все это вот, это все накипь, это ведь касается небольшого числа людей, вот небольшого, это вся как бы там, ее называют зачастую элита, но это не элита никакая, потому что элита совсем это другая. Они подорвали мнение само сейчас, вот до сих пор, вот где-то там в разных обсуждениях, и кто-то там что-нибудь о Толстом, да непременно какую-то ерунду, никто не понимает даже одного, что этот человек 5 лет воевал, нет, нахватает, а фраз-то у него 90 томов, там можно нахватать, бог знает чего, тоже вот, понимаете, вот такая штука получается, вот такой подрыв нашей духовной национальной жизни, это был страшный. И он, к сожалению, продолжается. Вот продолжается страшно. Вот я в это время сейчас, когда там люди воюют за идеалы, воюют за нормальную жизнь, чтобы мы нормально жили. Я снова просыпаюсь поздней ночью, в моих ушах набатом «Командир!». Я вижу те леса опять воочию, а глаз мой снова ищет ориентир. Сосед, пехота, вновь сапер мне скажет: «Ты что не спишь, браток? Мы ведь не там». Ты снова ждешь, кто в путь в ночи покажет. Кричишь: «Ребята, быстро по местам!». А я лежу рукой по койке гладя, ищу мой верный и надежный автомат. И все смотрю, а где деревья сзади, не вижу, и шепчу за матом мат. Лишь только после долгого раздумья и горька спокойных тихих слов в себя обратно, чуть вспотев, приду я и руку беру со стен углов. Он спросит: «Брат, опять что ли не спится?» Я, улыбнувшись косо, вновь кивну, а за окошком по Неве луна струится, и вижу я во сне опять войну. У Игоря разбита голень правой, последним из Изюма уходил. А вон Алеша, капитан, он сквозь дубравы за Балаклеи вновь во сне следил.
И снова 2 недели в окружении он шел во сне сейчас по тем лесам, был в том суровом роковом сражении и под рекой стекал по волосам. С пробитой левой он лез опять в болото и ногу вновь боялся потерять. И снова с разгвардейской крепкой роты их вышло к нашим только 25. Руслан, сосед, на бок перевернулся. Во сне он снова бьется в феврале. Он с ГРУ в Гостомель, знать, вернулся. С осколком замер тихо на земле. Полгода долгих тяжких операций, и до сих пор он здесь лежит во сне. Но в голове его скрипучий голос рации, но в голове он снова на войне. А я под Сватово опять в ночи вернулся. Обстрел идет, вокруг султан огня. Опять я, видно, до утра проснулся. Лишь тишина со мной в ушах звеня. Таких нас тысячи лежат сейчас в больницах, скрипят зубами и кричат опять в ночи. Их взвор сейчас не здесь, он там, в больницах, а тут вздыхают тихо вновь врачи. Мы были там, теперь назад вернулись, оставив многих навсегда парней. Вернулись вновь, как утром мы проснулись, а ночью мы все там, опять на ней, войне той страшной и жестокой. Мы замерли и ждем стены огня, подмоги ждем посадки, что с востока, когда нас заберет с тобой броня. Или на штурм вновь во тьме сбираясь, ты поправляешь свой бронежилет. По полю минному с опаской пробираясь, ты за сапером держишься след в след. Не все, увы, но в дом родной вернулись. Нас встретит тихо осенью страна. Сегодня вновь мы утром все проснулись, а ночью в нас опять жила война. Куча программ, которые вместо него. И показывают этих уродов. Обязательно какие-то такие. Обязательно он убил кого-то там, ребенка. Она переспала с 10 людьми, не знает от кого дети. И вот эти программы сегодня идут, И покажи их на Западе, покажи их во Франции, в Америке, в Англии. Покажи этим людям, этих уродов, этих выродков, которые сегодня показывают там, где-то там за гранью, за какой-нибудь. Естественно, все подумают, скажут: так правильно, эту Россию надо раздолбить, эти богатства им такие принадлежат. Зачем этим недочеловекам? И никто об этом не думает. Это меня поражает. Так это все, наоборот, множится. Война-то, она не только тогда, когда стреляет, увы. Война, И эта война не менее страшна, она пострашнее, потому что бых и в душу. Хорошо, вот я гляжу на молодых, на наших, так как я многодетный человек, у меня 7 детей, вот из них 3 несовершеннолетних, 5 лет самому младшему у меня, и смотрю на тех, кто вот подрос, значит, кто там молодой, они отключились. Вот они отключились от этого видео. Спроси их, вот что там происходит, даже кто программа идет, они не знают. У них там, правда, другая беда, они там в интернете что-то между собой там что-то переписываются, играют, там что-то делают, создают что-то свое, не знаю, хорошо это или плохо. Значит, но в отношении того, что они отключились от этой энергетики черни, которая течет с этих экранов, и за которую также премии дают. Недавно был опрос, прямо озвучили 2 дня назад, да? Ага. Ну, кто больше враг для нас? Ну, для человечества, в принципе, да? Ага. ВСУ, НАТО или 5-я колонна? 91% ответили, что это наш злейший враг, это 5-я колонна. Это, в общем, Россия так ответила. А ВСУ 3%. Ну, так и ВСУ, сейчас измени все, они изменятся быстро. Измени общественное мнение, и у них все изменится. Приоритеты, ценности измени, ну, особенно там тоже, наши тоже измени ценности. Потому что если война пройдет, и будет, даст Бог, все, победа, она должна быть и будет, я думаю. Ну, потому что, ну, может быть, не знаю, какой кровью, не знаю, может быть, больше даже, чем мы предполагаем, но она будет все равно, потому что русский это человек, и наши люди пока, все, они пока не обозлились. А если пойдет дальше, эта точка быстро найдет. А когда этого
эту мощь нашу, значит, разбуди, то уже будет другая будет война. Но если ничего не поменяется у нас тут внутри, наши приоритеты, наши ценности, если так и будет насаждать эту всю чепуху нам и без конца, то есть мои родственники, трудяги, здоровые люди, физически и духовно, значит, просто вот, они не могут узнать, они не узнают телевизор и себя, для них вот это чужая Россия, они живут в чужой России по восприятию, поэтому у них какой-то там, слава богу, свой мир, но все равно внутренний это разлад, он протечет и сюда, он протечет. Если не поменяется эта картинка, то это все бесполезно, то победа будет бесполезна, потому что какая разница? Ну, победим, а здесь у нас, они же все равно и придут. Сейчас передел мира, глобальный передел мира, да? То есть в тот раз Владимир Владимирович сказал, озвучил, что мы боремся с сатанизмом. Мгм. То есть этот фронт, он прямо здесь, не только там. Там только Здесь. горячая это. А сейчас еще интернет есть. Да. Это великая сила, и там такой творится фронт, и вот такая зараженность, и очень сильная зараженность. Все равно, так или иначе, вот опять же начинаешь говорить с молодыми людьми, и не только с молодыми людьми, а с людьми моего поколения, которые хлебнули работы где-нибудь там, ну не все, но в кинематографе, где-то вот прикоснулись к тому миру, которому аплодировали. Вот. И они все, да вот это же... И они все переначивают картинку, у них все видится наоборот. Они радуются нашим поражениям, радуются. Вот что удивительно. Так что эта зараженность очень сильная. А с чего начать? А? Как вы думаете, с чего начать? Вот Владимир Карпов, Ну, русский писатель. трудно сказать, но оно пробивается. Потихонечку русские люди-то все равно пробиваются сейчас и в эфир, и пробиваются в литературу. Но сложно. Вот если учитывать, что я все 90-е годы бился и старался что-то там рассказать, что-то сделать, но как это сменить? Как сменить этих людей, которые прежде всего отвечают за средства массовой информации, за культуру? Они, правда, сами многие меняются. Я еще помню, есть люди, которые сейчас и ратуют и за Россию, и даже как-то спокойно. Я помню, какими они были, как они отзывались о той же России, какими они были прозападными все в 90-х и начале 2000-х. И я верю, что они изменились сейчас не потому, что они получали деньги, у них там положение, и теперь его страшно потерять. Я верю, что человек изменился. Я верю, что люди многие все-таки растут. Человек растет. Многое происходит. Вот. Ну, не знаю, вот у меня друг есть, воин-интернационалист, он воевал и в Афганистане, ну, вообще в Таджикистане, в Чечне, там, прочее. И он верит в это и твердо говорит, вот, очищение наше должно было начаться, говорит, после Чечни, но оно не началось, потому что у нас слишком была еще большая инерция веры в изменения, в то, что все-таки эти изменения, ветер перемен, у нас была еще большая, мы слишком доверяли еще. Сейчас вот эти ребята, которые там пройдут, и вот это очищение, которое пойдет там, они пройдут этот, ад они пройдут, вот, они уже не потерпят, и они уже будут менять эту ситуацию все у нас, они по-другому будут, значит, будет у них восприятие. Будет ли так, я не знаю, потому что, увы, к сожалению... Пессимистичный. Да, к сожалению, потому что... Вот книга, которую вы держите, это уже маленькая, но победа же. Это же как бы в советское время была же такая система, чтобы переводить и распространять национальные республики. АСПИ, это такая ассоциация писательских союзов и издателей. Ну вот ее попечитель, председатель Совета попечителей Владимир Толстой, праправнук Льва Николаевича и советник президента, а председатель Шаргунов Сергей, который ведет множество сейчас программ, хороший парень, и вот та редкость, которая прошла, и который сейчас имеет и эфир, и все. Такой настоящий человек. Делали такой проект, и сейчас 4 книги они выпустили, национальных авторов, и собираются еще выпускать. Это, конечно, малость, но это что-то. Это что-то. Так это же нас должно... Нас это радует. Нас это поражает.
То, что должно быть естественной жизнью, не миллионными тиражами лежать эти какими-то книги, вот штабелями заходишь, а эти книги, вот этих лауреатов, они штабелями лежат. Они лежат, вот просто кто их покупает? А их не покупают по-настоящему. Все это вранье, тиражи, все, значит, это должно быть нормальной национальной жизнью. Но, увы, значит, Ну и только в Якутии, по-моему, ну еще где-то, может быть, в других республиках, где-то, может быть, в областях осталось телевидение, которое еще с нормальными человеческими мозгами, которое не оторвалось от этого мира, не оторвалось. Понимаешь, Ну и последний вопрос, да? В романе «Повеление Чингисхана». Вот 8 веков нас отдаляет чингисхановские времена, и 25 веков от нас отделяет хунские времена. И почему эти произведения сейчас стали актуальны? Как вы думаете, в чем секрет? Потому что время похоже. Время похоже. Оно, конечно, всегда в чем-то есть аналогия. Но тут время создания империи, время развала империи. Монгольская империя создалась, она на чем-то была замешана и создалась. В чем-то была значит, и создалась эта империя на каких-то законах, на которых всегда создаются империи, на которых создавалась и Российская империя, и другие. Значит. Но и потом все-таки произошел этот распад. Вот. И поэтому, естественно, изучение тех закономерностей исторических, которые налагаются абсолютно на закономерности, сейчас мы видим на закономерности нашего времени, они, конечно, притягивают. Но тут еще в чем дело? Вот, допустим, я думаю, не каждое столкновение или произведение про Чингисхана или там про хунов, оно будет актуально. Его могут раскрутить опять там, потому что сколько угодно может появиться вещей, которые основаны совсем на другом, на коммерческой основе, где речь идет о сюжете, об убийствах, о сюжете, и совершенно не важно закономерности создания и распада империи. Это не сами по себе эти герои как бы притягивают, а взгляд на них. Вот как Николай Алексеевич взглянул, он именно скрупулезно изучил именно закономерности создания империи и возможного распада. Как и там, в Лао Цзы, в границе, где там у него герой, значит, ну, правообраз Лао Цзы, вот изучил, что такое граница. Граница-то должна быть между всем. И вот как он любит там говорить, что когда стирается граница, в том числе между мужчиной и женщиной, между всем, между понятием, между моралью, добром и злом, что такое добро и зло, уже переворачивается, злой уже у нас добрый и прочее, прочее. Вот о чем это произведение. И, конечно, его взгляд на стирание, а сегодня, они стирались и достирались до такой степени, что сегодня за границу идет бойня. Спасибо, Владимир Александрович. Будем надеяться, что все образуется, что мы вернемся к вечному, доброму. И для нас опорой будет наша литература, русская литература, якутская литература. Дай Бог всем нам мобилизоваться, собрать все свои духовные силы. Дай Бог преодолеть это непростое, судьбоносное время. Вот такой разговор состоялся у нас с русским писателем Владимиром Карповым, который понимает намного больше, чем простой обыватель. Ну, действительно, время пришло такое. Мы живем, конечно, судьбоносное, трудное время, но очень интересное. И нам предстоит мобилизовать все свои силы, духовные силы. И мы должны верить в светлое будущее. Дай Бог достойно преодолеть это время и выйти победителем.